жергиликтүү жана чет элдик көрүнүктүү саясатчылар, ишкерлер, экономисттер, коомдук ишмерлер, жазуучулар, маданият жана спорт чеберлерин биринчи радионун түз эфиринен уга аласыздар. Бишкек жана Чүй FM 104.1, Ошто FM 107, Таласта FM 102, Баткенде FM 104.2, Жалалабад FM 104.7, Нарын FM 105, Ысыкөлдө FM 102.4. Электрондук дарек биринчи радио КТРК Чекит KG. Күн сайын бакчадан же мектептен келген перзентиңизге кана балам, бүгүн эмнени үйрөндүң деген суроону бердиңизби? Баланын сезимтал калыптанышына багытталган маалыматтар Гений программасында. День добрый, уважаемый радиослушатель. В эфире программа «Гений» и ее ведущая Сабира Самединовна. У режиссерского пульта Айджан Орунбаева. Наша передача выходит благодаря сотрудничеству Международного фонда инициативы Розы Отунбаевой и Биринчи радио. Куда отвести ребенка, чтобы он получил лучшее дополнительное внешкольное образование для раскрытия и последующего развития заложенных в нем талантов? Как выбрать то, что для ребенка будет и интересно, и полезно? Ведь дополнительное образование не менее важно, чем школьное. Как помочь ребенку выбрать будущую профессию? Как правильно выбрать вуз? На все эти вопросы и многие другие вы сможете попробовать найти ответы на предстоящем фестивале образования, который вот уже 4-й год проводит Международный фонд инициатива Розы Отунбаевой. О программе и целях нынешнего 4-го фестиваля образования мы попросили его рассказать его организаторов и пригласили сегодня к нам в студию. Это Исаак Клара, координатор фестиваля образования экопроекта, и Кириленко Анна, исполнительный директор экологического движения «Биом». Добрый день, уважаемые гости. Добрый день. Добрый день. Расскажите нам, пожалуйста, когда и где будет проходить 4-й фестиваль образования в этом году? Как вы правильно сказали, в этом году мы проводим 4-й раз фестиваль образования. И если пойти в историю, то первый фестиваль образования это был проведен в 2013 году. Это был двухдневный, и всегда он двухдневное мероприятие в формате обсуждений, встреч, лекций. И вот как всегда уже по традиции, первый день фестиваля это больше профориентационный, наверное, и второй день фестиваля он больше проходит в центре города Бишкека на 6-7 площадках. Вот в этом году фестиваль образования 4-й будет проходить по теме экология и здоровье. То есть в первый день фестиваля, 22 апреля, мы ждем всех в Киргизской государственной академии имени Ахунбаева, а во второй день фестиваля это будет фестиваль в центре города Бишкека, около площади памятника Хурманджан Датка, в Дубовом парке, в Сейтеке, в Русском драмтеатре. То есть у нас будет параллельно идти 6 площадок. Ну, как я поняла, изюминка этого нынешнего фестиваля у вас проходит под эгидой экология и здоровье детей, да? Вот тема экологии очень важна в нынешнее наше время. А как эта тема экологии важна именно для детей, вот в контексте здоровья? Расскажите, пожалуйста, Анна. Спасибо большое. Вот вы знаете, сегодня Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу о том, что здоровье зависит от 25 до 75% от окружающей среды, то есть от экологии. Именно поэтому не случайно, что данная тема была выбрана как тема этого фестиваля. И когда мы говорим о медицине, то медицина лечит болезни, но куем свое здоровье мы сами. И вот этот вопрос о том, каким образом дать навыки подрастающему поколению, нашим детям жить в новом меняющемся мире, но при этом иметь возможность оставаться здоровыми, да, несмотря на те вызовы, которые стоят сегодня перед нами, это вопросы и пищевых продуктов, и качества питьевой воды, и качества воздуха. Вот все эти вопросы будут подняты в рамках этого фестиваля, и мы постараемся найти ответы на них с точки зрения того, что может сделать, с одной стороны, образовательная система, но с другой стороны и родители, и даже сами школьники для того, чтобы обеспечить обеспечить подрастающее поколение этими простыми, но очень важными навыками в поддержании собственного здоровья. Я бы хотела добавить, Анну, как я сказала, что с 2014 года, то есть со второго фестиваля,
каждый год мы стараемся сделать его тематическим и провести в одном из вузов университета, для того, чтобы горожане и старшеклассники могли познакомиться с вузом столицы. Изнутри увидеть его, значит, как раз таки в этот день проходит широкомасштабная профориентационная работа, где они могут посетить разные залы. Ну вот в прошлом году просто интересно, потому что, ну, казалось бы, этот год объявлен годом истории и культуры, а мы проводим экологию и здоровье. Ответ прост, потому что в прошлом году как раз-таки фестиваль был посвящен экологии, и мы его проводили в аграрном университете, где как раз-таки в это время был открыт музей воды, зоологический музей, шикарные залы и вообще лаборатории аграрного университета. Как раз-таки вот школьники могли познакомиться со всем этим очень близко, увидеть воочию, увидеть как раз-таки, как важна и экология, да, наверное, растения, здоровье, Анна тоже принимала активное участие. И как в продолжении темы экологии мы захотели как раз-таки продолжить тему экологии и ушли в медицину. Экология и здоровье в этом году тема нашего фестиваля. Может быть, Анна, надо сказать, что в прошлом году был саммит по экологии, где больше 160 государств принимали участие. Была наша делегация с Кыргызстана во главе с президентом, да, с президентом нашей страны Алмазбеком Атамбаевым. То есть вот тема экологии витает везде. И мы хотели бы донести вот эту тему экологии, как-то вот, ну, внедрить ее в сознание, наверное, горожан, потому что мы все говорим про экологию, но практически экология – это наша чистота города Бишкек. Экология – это те же плевки. Я извиняюсь, вчера к нам приходил парень как раз-таки с движением, с компанией «Тюкурбе не плюся». Понимаете, очень отрадно заметить, что сейчас вот в стране, в городе, в Бишкек мы старались вот тоже поработать с молодежью. Почему вот второй год фестиваль образования, он проходит в рамках экопроекта, который называется «Думай глобально, действуй локально. Повышение экологической ответственности среди детей и молодежи». Поэтому мы очень тесно работаем со школами, особенно города Бишкек, потому что, как ни странно, все наши международные организации, и вот как-то фокус у них направлен на страну, на республику. Но вот город остается в стороне, и мы постарались как-то вот тоже заполнить вот этот вакуум и поработать со школами города Бишкек, потому что мы все знаем, что сейчас в Бишкеке проживает большая часть населения страны. И вот если как-то с малого возраста не работать, то потом уже будет, наверное, позже. Ну, спасибо. Мы слышали, что вы проводите очень много мероприятий в рамках этого экопроекта, и также в рамках фестиваля вы подводите очень много итогов. Это вот мы слышали, среди школьников вы проводили конкурс «Агитбригад» на тему правила юного бишкекчанина экологические. У вас было много очень по экологической стене, вы проводили викторины. И все это можно будет уже увидеть в рамках фестиваля, да, как я поняла? В первый день фестиваля как раз-таки у нас мы постараемся представить эту выставку «Эко-стены», в которой приняли участие более 18 школ города Бишкека. И также после обеда мы пригласили лучшие команды агитбригад, которые также выступят в медакадемии, и пройдет награждение. Также в первый день, вот как сейчас Санна затронула, будет проводиться зеленая беседа, да, это по доброй традиции. Первая зеленая беседа, вы как говорили, проходила в прошлом году, это уже зеленая беседа номер 2 в формате экологии и здоровья детей. Какие проблемы еще будут подниматься на этой беседе? Ну вот, во-первых, нужно сказать, что на эту зеленую беседу будут приглашены ряд государственных органов и специализированных органов, которые работают именно в городе Бишкек. То есть это будут представители и Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и представители Киргизгидромета, и представители ряда международных
программ и проектов, которые реализовали, вот как уже Клара говорила о том, что в основном реализовали и имеют такие позитивный опыт, интересные практики в регионах по вопросам питания, воды, санитарии, воздуха чистого и так далее. И вот эти практики предполагается тоже донести до учителей города Бишкек. Темы в основном, это фокус будет сосредоточен на 3 темах. Первая тема это будет здоровое питание, все, что связано вокруг, вот связано с едой, питанием, как делать правильный выбор. Более того, вот вы знаете, в тех дискуссиях, которые у нас проходили по выбору темы, мы неоднократно сталкивались с тем, что вот озабоченность горожан вызывает, например, вот эта стихийная торговля, которая на сегодняшний день ведется вокруг школ, что зачастую нашим школьникам очень доступны такие товары, которые могут быть опасны, которые совершенно никак не регулируются, да, и на самом деле производятся в некоторых подпольных каких-то цехах, да, в виде всевозможных там фруктового льда, там ваты, даже есть случаи, когда мороженое таким же образом вот в некоторых каких-то таких подпольных условиях выпускались без соответствующих без реализации соответствующих санитарно-эпидемиологических норм. Это вот один из направлений тех вопросов, которые мы предполагаем поднимать. Другой вопрос это, конечно, качество питания, да, то есть что и каким образом организовано здоровое питание, да, вот спасибо, в школах, да, то есть каким образом на сегодняшний день за ту сумму, которая выделяется на уровне школ, которая больше, чем, например, в регионах, что мы имеем, насколько то меню, которое предоставляется школам, оно можно назвать здоровым. Да. Предложения, да, конечно. И будут действительно даны очень четкие предложения по поводу того, а что можно сделать вот в существующих условиях для того, чтобы обеспечить действительно здоровое питание для наших школьников. Другим вопросом это будет вопросы воды и санитарии, потому что, несмотря на то, что практически 100% школ у нас имеют доступ к воде, да, и вода проведена внутрь школ, в здание, это не говорит о том, что у нас нет этих проблем, и дети имеют возможность пить чистую, безопасную воду, да, то есть часто это практики питья с ладошки в туалете и так далее. Это все решаемо. И решаемо довольно простыми шагами, и мы будем показывать это на уровне вот других проектов различных международных. Но важно привлечь к этому внимание людей, принимающих решения. Особенно родители, наверное, Особенно тоже. родители, да, конечно. Которые... Это и родители, это и администрация школ, то есть все те, кому не безразлично здоровье детей. Поэтому мы поднимаем эти вопросы, не просто поднимаем, чтобы поговорить. Эти вопросы мы предполагаем, что будут выработаны и взяты на заметку какие-то очень четкие рекомендации, которые мы будем потом мониторить все вместе, потому что вот сложилась хорошая такая команда в работе по подготовке зеленой беседе. И я вот очень благодарна фонду, который дал возможность, например, уже до зеленой беседы эти вопросы поднимать в лекториях для учителей, в лекциях для директоров школ. Мы так или иначе уже обсуждали эти вопросы, поднимали и ставили их на повестке дня. Но, тем не менее, вот как бы такой яркой точкой в этом вопросе будет, конечно, зеленая беседа. Ну и третий момент – это воздух, и он очень сильно связан с предыдущей темой зеленой беседы, чем мы дышим. Действительно, большинство горожан обеспокоено этим вопросом, каким образом можно хоть как-то повысить безопасность наших детей, как можно, может быть, выработать такие простые рекомендации, например, путь из школы домой, из дома в школу, чтобы он был минимально опасен с точки зрения вот токсических веществ, которые у нас есть в воздухе. И у нас будет приятный тоже момент, он связан с подведением итогов по предыдущей зеленой беседе, по тому, какие вообще инициативы были продвинуты, да, то есть какие результаты у нас есть. То есть уже есть результаты зеленой беседы номер 1, которая была в прошлом году. Да, и это вот отдельный вопрос, которому мы хотели тоже посвятить отдельное время, чтобы обсудить, а что было достигнуто, потому что результаты есть. И мы вот будем ими делиться. Ну, спасибо, Анна, Клара, за... Но, вы знаете, извините, я бы хотела как раз-таки, мы ушли в какие-то такие мероприятия,
ну, большие, но остались, вот я бы хотела подчеркнуть, и нам очень приятно работать с молодыми учеными и студентами, старшеклассниками с медакадемии, которые как раз-таки будут одними из главных действующих лиц. Это ребята, молодые ребята, умницы, энтузиасты. Я очень горжусь тем, какое молодое поколение у нас как раз-таки вырастает. И вот я, в принципе, знаете, будет очень интересно, и уже у нас такая сложилась практика, что школьники, которые будут приходить в медакадемию, они сразу будут, скажем, они пришли по группам, и у них будет экскурсовод. Ребята молодые, как раз-таки соргкомитета, да, это ребята, старшеклассники, они уже распределились по маршрутам, были выработаны очень четкие маршруты. И вот, значит, будут ребят проводить по маршрутам и как раз-таки все рассказывать и показывать. Вы знаете, есть что показать в медакадемии, есть такие места, в которые никто не попадает, такие музеи. Вы можете приоткрыть завесу, да. какие уголки, какие тайны ожидают нас в недрах медицинской академии. Вы знаете, медакадемия, она состоит из многих зданий, которые расположены в разных местах города Бишкек. Нам было немножко трудно выбрать, какое же здание может быть, выбрать для фестиваля образования. И, в общем-то, после многих дискуссий, посещений и так далее, большая подготовительная работа, мы выбрали 2 здания. Это будет главный корпус медакадемии и морфологический. Вот там пройдут основные действия, будут мероприятия, мастер-классы, лекции. Крыскиносу нам открыла двери, и мы очень приятны, в смысле, благодарны вот такому сотрудничеству. И очень такая большая программа насыщенная, которая буквально сегодня вечером уже будет уходить на наши, публиковаться на наших сайтах roza.kg или festival.roza.kg, на фейсбуках активно. То есть вы это увидите на русском и на кыргызском языках. И, ну, вы знаете, я не могу не сказать, что с прошлого года вам просто, это тоже очень приятно, я всегда как-то довольна тем, как мы, когда говорим про разные проекты, всегда мы говорим про устойчивость. Устойчивость данного проекта заключается в том, что основным соорганизатором данного мероприятия выступает мэрия города Бишкек с прошлого года. И вот, вы знаете, много организационных моментов, которые мы бы не смогли сделать без мэрии Бишкека. Они очень активно нам помогают. И, естественно, при мэрии города Бишкек, естественно, есть управление образования с многочисленными, с 94 школами, да, которые участвуют. То есть хотела бы подчеркнуть, что это не такое разовое вот мероприятие двухдневное, это большой-большой вот такой комплексный процесс, комплексный подход. Это и лектории для учителей, это и караваны знаний, которые мы проводим вместе с экспертами по экологии. Ну, я думаю, об устойчивости как бы фестиваля образования уже говорит, что он уже проходит 4-й год. Но вы знаете, каждый раз я могу сказать, что он проходит 4-й год, и мы всегда обращаемся за помощью к спонсорам. И вот последние 2 года нас очень хорошо поддерживает фонд Кристенсена. Мы выражаем большую благодарность фонду Кристенсена, который, конечно, поддерживает многие проекты. Недавний джазовый фестиваль, который прошел в 9-й раз, это тоже фонд Кристенсена. И, конечно, другие ряд организаций. Вы знаете, в этом году я могу сказать, что медиаподдержка у нас сильная. У нас много разных телевизионных и радио программ, каналов, компаний, которые поддерживают. И это приятно, и мы понимаем, что это важно. Ну, наверное, все наше общество понимает как бы важность поднятой проблемы. Это и экология, и это наши дети, это как бы наше будущее развитие. Ну, спасибо вам. Мы так уже все радиослушатели знаем, что очень такой насыщенный первый день нас ожидает в медицинской академии. Я знаю, что этот фестиваль 2 дня, ну а что ожидает нас во 2-й день, изюминка 2-го дня?
Второй день фестиваля образования 23 апреля в субботу начнется в 10 часов у Курманджан-Датха. Мы ставим большую сцену, и эта сцена, концертно-театральная сцена, которая будет называться после торжественного открытия. Параллельно, как я вам сказала, есть 6 площадок. В Дубовом парке у нас как раз-таки будут все мастер-классы, которые проводиться будут нашими детскими центрами, городскими детскими центрами. Кроме этого, очень много организаций, которые я даже не буду перечислять, чтобы кого-то не обидеть. Будут как раз-таки показывать мастер-классы. Изюминка заключается в том, что на концертно-театральной площадке будут выступать лучшие из лучших. Многие как раз-таки артисты или деятели культуры, которые где-то подняли, флаг Кыргызстана или заняли какие-то призовые места за границей. Встречи со спортсменами, известными спортсменами. Мы посмотрим, может быть, к нам придут спортсмены, которые получили лицензию на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Это будут, естественно, звезды, которые будут читать детям. Каждый год в течение года мы проводим в раритете, они будут также читать в раритете и в галерее Дубового парка. Русский драмтеатр совместно, мы, с ними проработали, они будут ставить, у них будет премьера детского спектакля «Жила-была сыроежка», тоже по правилам юного бишкекчанина. Я так поняла, посвященной экологии. Да. И экологии, и правилам, экологическим правилам. Сейтек нам распахнет двери и покажет ушу представление дважды, в котором принимают участие более 80 тоже человека, с малого до 80 лет, по-моему, у них участники. То есть, естественно, 23 апреля не надо забывать, что это День международной книги. То есть у нас будет большой книжный развал, работать будет ярмарка образовательных услуг. Особенность фестиваля образования – это ярмарка образовательных услуг. Вы знаете, в этом году в оргкомитете девушки, которые занимались ярмаркой, они сказали, мы так быстро очень набрали как раз-таки участников ярмарки. Ярмарка образовательных услуг будет состоять из многих вузов, школ, курсов, детских садов частных. Это мы как раз-таки ярмарка будет состоять, мы хотели, чтобы показать спектр образовательных услуг, платных и бесплатных. Вот как раз-таки такая ярмарка. Благотворительная ярмарка, вы слышали, наверное. Это изюминка вашего фестиваля нынешнего? Знаете, благотворительная ярмарка, она будет небольшая, но мы постарались пригласить партнеров, с которыми мы работаем, для того, чтобы они смогли продать свои вещи. И мы обращаемся ко всем. Пожалуйста, купите необходимую вещь, красивую, и вы знаете, что эти деньги пойдут на какие-то их проекты, на которые они собирают деньги. И, естественно, экобазар у нас будет. Экобазар. Расскажите нам, пожалуйста, что такое экобазар? Экобазар – это как раз-таки мы тоже собрали компании, которые какую-то продукцию производят, биофрукты. Судя по названию, экологически чистые, или это будут сувениры тоже из экологически чистых продуктов. Цветы. У нас будет большая ярмарка цветов, более 20 шатров. Скажите, Клара, вот вы уже 4-й год проводите этот фестиваль образования. Есть ли у вас какая-то статистика посещений? Сколько вас детей посещает, родителей? Вы знаете, какой-то определенной статистики мы, честно говоря, не очень ведем. Мы знаем, что примерно в первый день нас примерно посещает до 5000 человек, потому что вузы это, вы понимаете, да, это определенное количество, которое вмещает. А вот площадки уже во второй день фестиваля это больше такой праздничный концерт. И не только развлечения, но и познания многого. До 15 тысяч посещает. И вы знаете,
посмотрим, как это в этом году пройдет. Мы каждый раз, знаете, очень приятно, что мы каждый год работаем с разными молодыми организациями, с молодежью. В этом году у нас, например, будут волонтеры Кучме. Это молодые ребята, которые будут нам помогать как волонтеры. Это ролики, то же самое, молодые ребята. Вот просто приятно, знаете, каждый раз... Вы помогаете открывать новые таланты. Сказать, конечно, это... Раскрыть. Да, раскрыть, но в то же время дать возможность им показать, на что они способны. И это тоже своего рода, ну, как-то печать качества. Спасибо. Ну вот, как вы рассказываете, второй день он больше будет проходить на открытых площадках нашего города, в центре города Бишкек, на улице. Но как все горожане, мы сейчас видим, что погода нас не очень балует солнечными днями. Если вдруг будет дождливая погода, где горожане могут вас найти тогда? Ой, вы знаете, это мы тоже проходили в первом фестивале образования. Во второй день это было под утро ветер, дождь, и мы спрятались тогда в историческом музее. В этом году у нас есть тоже план «Б». Мы прячемся в Сейтеке и в Русском драмтеатре. Ищите нас там, но фестиваль мы не отменяем. Фестиваль будет при любой погоде, при любом ветре. Да, да. Вот вы знаете, я бы хотела, пользуясь случаем, спросить Анну, как мамочку, которая посещала наши фестивали, может быть, вот как раз-таки... Поделиться мнением, опытом, что интересного можно найти на площадках фестиваля образования. Вы знаете, во-первых, я хочу вот всем горожанам сказать, что вот все, у кого есть детки, да, маленькие, я очень рекомендую посетить этот фестиваль, потому что действительно для меня с дочей мы нашли тогда очень много интересного на этих площадках, начиная от всяких сувениров, поделок, цветов, которые мы потом высадили у себя в саду и вот в придомовой территории, но при всем при этом мы увидели много интересных кружков, секций, в которые мы потом родители могут найти все на этом фестивале. И потом, вы да? знаете, это ощущение праздника, да, вот действительно, как Клара сказала, да, что, вы знаете, нам зачастую вот не всегда хватает яркого да, праздника, вот этих вот ярких совместного праздников, с детьми, который не просто яркий, но он еще и полезный, познавательный. И вы знаете, очень хорошо и очень отрадно и приятно, что это такой фестиваль, который полезен одинаково и детям, и родителям. Это правда. И он даст возможность не только замечательного, хорошего настроения, но и даст возможность большой пользы не только прям на целый год. Я думаю, можно заразиться там и оптимизмом, но и разработать прям для себя некоторый график, расписание, что куда можно сходить, посмотреть, посетить. Так что это хорошая площадка и база. Спасибо большое, Анна, Клара, за столь подробный рассказ о том, что ждет нас на этом фестивале образования. Я уверена, что нашим маленьким горожанам и гостям столицы понравится быть участниками этого масштабного, не побоюсь сказать, такого большого городского события и праздника. И каждый посетитель найдет для себя что-то интересное и познавательное на разных площадках этого фестиваля. Дорогие родители, мы все время куда-то спешим, бежим, отмахиваемся от детей, когда они пристают с просьбами поиграть или рассказать что-либо. И не задумываемся, как на модель этого поведения нам может аукнуться через несколько лет. Уделяя внимание и время своему ребенку, вкладывая в него свои средства, давая ему достойное образование и посещая с ним различные кружки и секции, мы формируем будущего гражданина нашего общества, который сможет найти достойную и интересную работу и стать успешным в этой жизни. Ведь самая наша лучшая инвестиция – это вклад в наших детей. Ведь в старости это вернется к нам теплой заботой и вниманием наших детей и внуков. Уважаемые гости, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы пришли, уделили ваше время, пришли к нам в студию и рассказали о фестивале образования. А всем радиослушателям напомнить и пригласить принять участие на 4-м фестивале образования, который пройдет 22 апреля в Медицинской академии и 23 апреля в центре города Бишкек у памятника Курманджан-Датки и на территории Дубового парка. Желаю нашим гостям удачно провести мероприятие, не дождливой солнечной погоды. Уважаемые радиослушатели, в эфире с вами была я, Сабира Самединовна, и передача «Гений». До следующих новых встреч на волнах радиоэфира Биринчи радио. Биринчи радионун жарнама кызматы.
Бүгүн саат 16-дагы күндүн темасы программасында айыл чарба багытында кант кызылчасын өстүрүү жана кайра иштетүү тууралуу сөз болот. Бул маселе боюнча суроолоруңуздар болсо 65 66 04 жана 39 21 90 номерлерине чалыңыздар. Ошондой эле 35 35 кыска номерлери боюнча СМС жөнөтсөңүздөр болот.